50 копеек из истории. Так, здрасте, я Михаил Зиров. Я подсел на картофаны вот здесь рядом. Дело в том, что в Осетии все это уже было. Здесь очень было сильно развито рок-движение в конце 80-х. А после петербургского рок-клуба, тогда еще ленинградского, здесь был второй в СССР рок-клуб. Руководил им Владимир Стущенко, вот их преподаватель в училище искусств. И значит что? Почва есть. В Осетии полно людей, слушающих рок. Лично вот, парни все правильно сказали. Я считаю, что база есть, и просто надо определиться с помещением, и все будет замечательно. То есть, люди тогда ходили, но это было в системе, это было не как... То есть, там был и бар, да, тоже, но это был ДК ВРЗ, вагонно-ремонтного завода, Дом культуры. И, в общем, и там собирались группы, они там репетировали. Там происходило все, в общем. Там были вип-базы, все выступали, репетировали. Вот если бы сейчас можно было что-нибудь такое, но опять же это финансовое вложение, конечно. В советское время было другое, это была база комсомола и прочее.